Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Мы начинаем новый телевизионный сезон и рады сообщить, что 12 детей, герои наших выпусков, уже обрели свои семьи. В этом сезоне вас ждут встречи с новыми приемными семьями, выпускниками детских домов. Традиционно мы будем показывать вам рубрику «Ищу семью». Социальные проекты и благотворительные акции направлены на оказание помощи нуждающимся и создание условий для полноценного развития граждан. Этим летом в нашем городе прошла традиционная акция «Собери ребенка в школу», а также социальный проект «Танцуем вместе». В канун нового учебного года фонд «Дети Саха-Азия» провел ставшую традиционной акцию «Собери ребенка в школу». Акцию «Собери ребенка в школу» мы проводим с 2016 года совместно с межмуниципальным управлением МВД России «Якутская». Составляются списки семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, имеют малый доход. Малообеспеченность данных семей проверяют Управление социальной защиты. В этом году количество таких детей составило 89 человек. Также мы в эту акцию включили семьи, многодетные малоимущие семьи, имеющие детей, не менее 7 детей. Их количество составило 76 человек. В акции приняли участие медиагруппа «Сетим», индивидуальный предприниматель Стручков, торговый дом «Рим», горожанка Мария Дмитриева. Благодаря их участию дети получили все необходимое для школы. Данную акцию мы узнали через сайт ekt.ru и вот решили всем коллективам помочь собрать детей в школу. Решили купить вам всем рюкзаки. Там получается небольшое наполнение. Вот, пожалуйста, смотрите. Спасибо большое. Управа строительного округа тесно сотрудничает с Международным детским фондом «Дети Саха-Азия». Мы, конечно, очень благодарны Центру финансового сопровождения системы образования и науки РСЯ, которые предоставили такие хорошие подарки ребятам. Школьные ранцы, безусловно, большой и нужный подарок многодетным и нуждающимся детям. Я сегодня получил подарок в сумке. Спасибо всем, кто мне подарил эти подарки. Я хотела сказать спасибо нашему округу строительный, нашей Надежде Федоровне, Саргалане Мироновне. И хотим выразить организаторам большое спасибо. Акция доказала свою важность и необходимость. Многие многодетные и нуждающиеся семьи не всегда имеют возможность полностью собрать своих детей в школу. И подобные акции для них большая помощь. Мы сегодня на этой площади совместно с фондом «Дети Саха-Азия», совместно с администрацией города Якутска проводим акцию, благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Цель этой акции состоит в том, что в городе есть дети, состоящие на учете, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые затрудняются, некоторые ребятишки даже затрудняются 1 сентября идти в школу, потому что нечего одеть, учебных принадлежностей даже нету. Поэтому мы совместно с фондом «Дети Саха-Азия» откликнулись на эту беду, скажем так. Благодаря акции 130 учеников городских и пригородных школ получили ранцы с канцелярскими принадлежностями. Торжественное вручение состоялось в день государственного флага России. Мне подарили подарок, тетрадки, карандаши, ручки, фломастеры, пластилин и рюкзак подарили мне. Акция не состоялась бы без поддержки спонсоров и социальных партнеров. Управление социальной защиты населения и труда, Управление образования, которое предоставило наборы первоклассника, а также фестивального комитета «Бриллиантовые нотки» в лице Юлии Борисовой. Молодцы, учитесь хорошо, понятно? Акция «Собери ребенка в школу» стала традиционной и будет продолжена в следующем году. Из
Еще одно мероприятие, прошедшее этим летом, социальный проект «Танцуем вместе». Его организаторы – Дворец детского творчества и Международный детский фонд «Дети Саха-Азия». Проект стартовал в начале июня и собрал активных горожан, желающих обучиться различным танцевальным направлениям. При этом многие из них даже не имели особой подготовки. Инструкторы-хореографы каждый день проводили занятия и обучали всех желающих самым разным танцам. С самого первого дня проведения проекта его участниками успели стать сотни горожан. Всем им были гарантированы массы незабываемых эмоций и радости. Очень хорошо, что такое мероприятие, что все могут прийти и потанцевать, выучить что-нибудь новое. Мне это очень нравится. Огромный интерес горожан к проекту показал, что такие мероприятия нужны городу. Я думаю, что проект удался, потому что благодаря этому проекту и дети, и взрослые могли потанцевать, поднять себе настроение. И каждый день здесь собирались наши горожане и танцевали. И это показывает, что проект очень востребован. Но мы думаем, что на следующий год будем искать какие-то новые формы данного проекта. И в целом стремиться к тому, чтобы вот эта центральная площадка в городе, она была очень интересной и востребованной у семей города Якутска. Проект «Танцуем вместе» был проведен впервые, и активное участие большого количества горожан доказало его востребованность. Я думаю, да, нужен, потому что оно дает бесплатное обучение каких-то направлений по народному танцу, по современному танцу, и это дает движение и радость. Проект подарил всем участникам незабываемые впечатления. Я вас всех поздравляю с завершением этого такого творческого лета, активного лета. Я думаю, что вы не зря проводили здесь время. Вы получили такие навыки танцевать, которые можете применять в любое время. Они вам пригодятся всегда в жизни. Большой интерес проявили не только взрослые, но и дети. Очень хорошо танцевали, много людей было и очень классно было. Это замечательный проект, он очень понравился населению, И вот когда, я много раз приходила сюда на эти танцы, после работы, и тут летом, в июле вообще был полный этот парк народу, и очень много детей. Я как детский врач очень рада, что дети приходили и бабушки приходили. Вообще мы очень благодарны Ольге Михайловне Андросовой, которая руководитель фонда «Дети Саха-Азия». Она вообще очень много мероприятий проводит для здоровья населения. Это действительно важно для здоровья населения и для детей. И я, бывая тут, еще подружилась с одной женщиной, с которой вместе танцевали. Нам очень нравятся вальсы. В общем, замечательное мероприятие. И хочется, чтобы вот такие дела тоже продолжались. Организаторы проекта «Дворец детского творчества» и фонд «Дети Саха-Азия» планируют и дальше проводить социальные проекты, направленные на здоровый образ жизни и организацию семейного досуга. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. Смотри, яичко есть, гнездышко. Да. Это кто? Ну-ка сюда пойдем. А что тут есть? Тоже птичка есть, да? Смотри, большая. Ух ты, сова. А там снег. Хорошо. Это у нас Нелли. Ей 2 годика и 9 месяцев. Девочка к нам пришла в октябре прошлого года, и находится у нас до сих пор.
Девочка у нас очень спокойная, да, общительная, она очень активная, хорошо занимается, вот любит вот такие мелкие игрушками играть, может часами вот так сидеть и играть. Так, игрушки она как играет по назначению, да, например, куклой она играет, кормит, например, ее, да, ложит спать, что еще, качает ее, да, мячиком может поиграть, молодец, мячиком может именно играет с игрушками по назначению, да, знает, что это, зачем вот эта игрушка нужна. Так, девочка, она у нас, ну, помощница моя. Она помогает маленьким детям, да, за ручкой берет их. Идем, когда на прогулку, она берет их за ручку, помогает мне. Здесь тоже в группе очень помогает, она, потому что она самая у нас большая, да, по возрасту девочка. Поэтому она наша помощница. Выполняет простые вот эти поручения, да, все делает то, что говорим, понимает речь взрослого. Но сама она пока не говорит, говорит отдельные слова. Вот эту ручку дай. Этот пальчик деда. Скажи, деда. Деда. Этот пальчик баба. Баба. Деда. Баба. Во, молодец. Этот пальчик папа. Папа. Да. Да, папа. Этот пальчик мама. 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 Скажи, мама. Нелли очень смышленая, трогательная и открытая девочка. Она любит рассматривать книжки, пока не говорит, но очень рада любому общению. И мы надеемся, что когда-нибудь Нелли произнесет слово «мама». Мы надеемся, что наша передача поможет маленькой Нелли найти семью. На сегодняшний день, так же, как и наша героиня, нуждаются в родительской любви и ласке 594 ребенка. Очень хочется, чтобы их мечты сбылись и все они обрели свои семьи. Мы встретимся с вами через неделю. Всего доброго, до свидания.